Всем добрый день, доброе утро, добрый вечер. Меня зовут Руслан Метиев, я являюсь редактором новостного и правозащитного портала Turkmen.news. И сегодня у нас в гостях с Байрамом Шахмурадовым, редактором сайта Гундогар, Нагима Музапперова. Я правильно сказал? Ваше имя? Да, все правильно. Нагима была одним из участников протеста 29 мая в Нью-Йорке перед зданием Организации Объединенных Наций. Это видео раскидалось по социальным сетям, в СМИ было опубликовано и вызвало большой общественный резонанс в туркменском сегменте социальных сетей, а также за рубежом среди людей, которые пристально следят за развитием событий в Туркменистане. Нагима, в первую очередь, скажите, пожалуйста, кто, как, почему, как это было организовано, кто вышел туда и зачем, почему? Если вы знаете Мухаммед Дуэти, он всем говорил, чтобы все выходили на протесты. Я его так часто не смотрю, но мне мама сказала, говорит, в Нью-Йорке тоже планируется протест, если хочешь, тоже можешь участвовать. И мне она дала контакты, с кем можно связаться и организовать. Я позвонила этой девушке, она говорит, что их всего 2, кто выходит. И потом я тоже предложила с ней выйти, но еще у нас не было конкретного дня. Говорили, может, 29 или же 30-го. И, мы поговорили, я говорю, о чем мы будем говорить, нам надо придумать все четко. И если мы будем это возле ООН делать, то надо призвать их тоже к помощи. Мы речь придумали, потом сделали немножко исследования онлайн, как ООН помогает странам, у меня иногда по-русски плохо получается говорить, потому что я тут училась и все термины тут на английском выучила, поэтому мы сделали этот процесс общий. Много было о чем поговорить, но мы не смогли все в один раз вместить. Поэтому мы говорили про права человека, то, что президент диктатор, то, что он не делает то, что он должен делать, и то, что он разделил все вилаяты на племена, и люди друг друга не любят, и нету патриотизма, нету любви к родине. Он этого добился, и поэтому, мне кажется, люди вот так себя ведут, мало кто кого поддерживает. Многие согласились выйти, но потом в тот же день сказали, что они не могут, они боятся, у них там родственники. Мы тоже утро написали, что мы соберемся возле ООН. И это тоже нашей ошибкой была, что мы вот так не заранее предупредили людей, поэтому у нас было мало. Но я не могу сказать, кто там был, с какого города, потому что люди там прятали свои лица, поэтому я лучше не буду говорить. Но все хотят, чтобы у нас была демократия, все, кто вышли, была демократия, чтобы не было коррупции, чтобы мы могли домой спокойно ездить. Сегодня мы находимся у главного офиса ООН в Нью-Йорке, Соединенные Штаты. Мы выразили наши идеи на русском и на английском, чтобы ООН, чтобы другие страны и приоритеты Туркменистан могли привлечь свое внимание к всему беспределу, который находится в Туркмении. Мы выразили наши идеи на русском и на английском, чтобы проявить социальную солидарность, гражданскую ответственность, потому что нам не безразличны граждане Туркменистана. Цель нашей сегодняшней встречи здесь – потребовать прекращения диктаторского режима в Туркменистане. Мы здесь для того, чтобы повысить осведомленность об отсутствии демократии, основных прав человека, о присутствии коррупции, которая ежедневно влияет на жизнь простых граждан Туркменистана. Сегодня мы просим жителей Туркменистана в стране и за рубежом объединиться и бороться с этим режимом вместе. Это непростая задача, но мы имеем полное право и силу требовать и сделать нашу жизнь свободной и красивой. Мы сегодня обращаемся к Берду Мухаммедову
И мы обращаемся к нему на «вы», потому что мы воспитанные люди. Это не значит, что мы его уважаем. Бердымухамедов, вы диктатор. Мы просим вас уйти со своего офиса, потому что вы не умеете управлять страной. Нам не нужен диктатор, нам не нужен ужасный певец, нам не нужен писатель, который не умеет писать, у которого купили всего одну книгу, и это купил Джон Оливер, который хотел над вами поиздеваться. He's specifically a fan of the Akhal Teke, which isn't in itself unusual. It's a beloved national symbol in Turkmenistan. But not only does he give Akhal Tekes as gifts to other world leaders, he's written multiple books on horses, including The Horse, a Symbol of Faithfulness and Happiness, The Flight of the Celestial Raced Horses, and Akhal Teke, Our Pride and Glory. Until recently, an official English language copy of that book was actually available on Amazon, but unfortunately, there was only one copy. And it appears that someone bought it, shipped it to New York, and put it under my desk. Because, would you like to hear my favourite passage from this book? Because it's this, and I quote, "Witnesses never wearied of being astonished by the steed and human intercourse brought to full perfection," which I'm hoping is a mistranslation, but probably isn't, because Berdi Muhammadov has involved himself in all stages of the horse life cycle. Вы не умеете управлять страной, и мы вас просим покинуть свой пост. Нам не нужен такой президент, как вы. Но мне кажется, надо вот так собираться и говорить, о чем мы думаем, и мы должны дать знать государству, что мы граждане Туркменистана, мы знаем свои права, и хоть и мы за пределами Туркменистана, мы все равно любим свою родину и хотим приезжать, может, и жить в будущем. Ну, я так понимаю, вот основной толчок тому, чтобы наши земляки, находящиеся в Нью-Йорке в тот момент, вышли на протест, это послужило именно событие конца апреля и начала мая в Туркменабаде, да, ураган и ливень. То есть вот это и было отправной точкой для вас. Да, для меня, да, лично для меня вот это было как бы пиком выйти. А для многих, например, в Турции уже начали выходить, когда, туркмены, когда умерли из-за водки, вот, многие уже с Турции выходили после этого, но мне бы хотелось вот выйти именно после урагана. Государство это скрывало. Это как бы natural disaster. И от этого никто как бы no one is secure. Можно, да, иногда по-английски говорить? Можно. Да, no one is secured from natural disasters. И тут нету ничего стыдного показывать, что был ураган, что люди пострадали. Но именно они не показали, потому что они не помогли людям. И то, что вот было в их обязанности, они не сделали это, предупредить людей. Например, если был бы карантин у людей, люди бы не были на улице толпами, не ходили бы, многие пропали, умерли, многие не нашли тела своих родственников. После этого я тоже решила быть немножко активной, помочь людям. Вы сами из Лебабского вилаята, да, если я не ошибаюсь? Да, я родилась и выросла в Шаржу. И давно вы в Америке сейчас? Я приехала в 2007 году, потом где-то 2 года была дома, опять приехала. Где-то 11 лет, в общем, я в Америке. Вы на учебу, да, вы учиться поехали? Да, я приехала по студенческой визе, потом получилось мне получить грин-карту. Да, но я все еще учусь. А если не секрет, вот вы когда ехали учиться изначально, вы планировали возвращаться в Туркменистан? Или вы уезжали, вы сразу знали, что вы не вернетесь? Честно сказать, были такие мысли вернуться, например, работать где-то в хорошей должности. Но потом, когда я уже приехала в Америку, я уже не захотела уезжать обратно. И мы все знаем данную ситуацию в Туркмении, там безработица
да. Ну, я не могу сказать, возвращайтесь или не возвращайтесь. В тех странах, как Украина и Россия, тоже нелегко. Там тоже нацизм сильный, нашим будет трудно, например, там. А если даже они приедут в Туркмению, если даже с дипломом, им будет трудно найти работу, они смогут найти работу только в том случае, если у них есть деньги. Если мы все вернемся, то, наверное, мы бы смогли что-то сделать. Потому что на данный момент то, что мы с улицы что-то говорим, это никак не поможет. Потому что, например, только были протесты в Турции, в Америке, в Канаде. И все равно 31 мая провели праздник День ковра. Все говорят, вот То, что они провели, мне кажется, они очень наблюдают за всеми этими процессами. Особенно у меня такое предположение, их напрягают события на Северном Кипре и в Турции, потому что хотя бы взять количество наших сограждан в этих странах, да. Но вот я бы хотел вернуться к протесту в Нью-Йорке. Вы сказали, там человек до 10 примерно было, но изначально изъявляли желание прийти многие. То есть это какое-то туркменское комьюнити, с которым вы общаетесь, постоянно поддерживаете связь. И в будущем вообще это все, вы на этом остановитесь или дальше будете проводить какие-то совместные акции, может, с привлечением большего числа людей? да, теперь, ну, как бы мы учимся на своих ошибках, мы будем теперь заранее планировать и сделать, ну, в этот раз нас было мало, нам не нужно было разрешения, мы просто прошлись и встали там, где нету народа, чтобы никому дорогу не блокировать. Поэтому в этот раз было нас мало, но ну, как бы в ближайшем будущем мы планируем еще протесты, это будет больше, это будет, мы будем привлекать внимание Америки, мы хотим пригласить прессу, BBC очень часто пишет про Туркмению, мы хотим пригласить Нью-Йорк Таймс тоже, но пока я не буду говорить город, где это будет, но мы хотим, чтобы собрались те, кто хотят прийти со всех штатов, не только Нью-Йорк. Да, мы будем планировать, и мы будем уже как бы каждый раз, когда мы будем выступать, мы хотим говорить на одну конкретную или на две конкретные темы. В этот первый раз у нас было как бы все общее, и теперь мы будем конкретно говорить все, например, коррупции или же права человека, именно какие. Вот мы на этих кадрах из Нью-Йорка видели, как ваши активисты раздавали там, показывали свои вот эти плакаты, которые сделали, да, там некоторые девушки, насколько я помню, даже присоединились к вам. Вообще, какая была реакция у людей, у прохожих? Что они говорили? Они вообще знают существование такой страны? Знаете, в Америке на работе, я раньше работала на Uber водителем, и вот у меня спрашивали, ты откуда? И я говорила из Туркмении. Если кто-то знает про Туркмению, они знают всю правду. Ну, не всю, но они знают, что какая-то страна, а некоторые вообще не знают. Но, скажем, если из 100 взять, может, 10 человек знают про Туркмению и что там происходит. Все знают, как бы, как бывший Советский Союз, Туркменистан. И в тот день, когда мы стояли на улице, люди подходили и смотрели, что происходит. И вот там некоторые говорили, у вас президент хуже, чем наш президент, типа Трамп. Немножко. Да. Немножко Но хуже. люди как бы тут в Америке, они же все как бы ну не все, большинство, они все как бы за демократию, и они поддерживают такие протесты, они никогда над людьми не смеются, что вот вышли 7 человек и протестуют, такого нет. Вот, но все прохожие, кто смотрели, они или внимательно смотрели, или просто проходили, но никогда в тот день у нас не было негативных комментариев от прохожих.
Вот сейчас эти протесты прошли и в Нью-Йорке, и мы видели в Турции, на Северном Кипре, там студенты, не только студенты, просто молодые люди. Во всяком случае, со стороны, наблюдая за этим, бросается в глаза, что в основном в таких акциях участвуют женщины. Как в самом Туркменистане женщины выходят, так и турецкая акция, она была хорошо зафиксирована, было много фотографий в интернете и видео было выложено. Там в основном были женщины. И на Кипре в основном были женщины, девушки. И ваша акция тоже, она была по большей части женская. И еще одна особенность, что особенно в последнее время большинство участников этих акций — это бывшие жители, выходцы из Лебапского вилаята. Это такая особенность Лебапского вилаята или это особенность Туркменистана, вот что женщины особенно активны? Или это случайно просто так получилось? Ну, может быть, там разные факторы. Вот я думаю, например, в Туркмении все-таки женщины как бы считаются ниже мужчины, может быть, да? Ну, так как женщина должна сидеть дома, смотреть за детьми, и даже женщины выезжают за границу, зарабатывать деньги, построить дом. Может быть, это достало женщин, может, они устали от того, что они всегда как второстепенные граждане страны. Может быть, это тоже является фактором, почему женщины выходят. И почему лебабские, например, многие вот в Турции, например, на Кипре очень много лебабских, которые работают. Большинство, мне кажется. Я точно не знаю, но я думаю, я вот, например, сама, когда была в Турции, вот 2 или 3 раза, вот когда я ходила по улицам, я слышу только шаржовскую речь. Вот. И мне кажется, из-за того, что большинство туркменов, которые в Турции работают, с лебабства, поэтому получается так, что больше лебабских выходит. Мне кажется, поэтому. А еще то, что вот был ураган в Лебапе, и люди работали по 10-15 лет построить дома, и это все разрушилось, и уже сейчас им придется еще 10-15 лет работать, чтобы заново построить свои дома. И тем более сейчас во время карантина люди многие остались без работы. И мне кажется, вот это поиграло фактором, что они больше лебабских получилось. А женщины, мне кажется, из-за того, что они как бы, я так думаю. Я вот, например, когда в Туркмении была, я не понимала, что мои права как женщины, девушки ущемлялись, ты должна сидеть дома, или же ты молчи, ты женщина. Может быть, и это тоже причина. У нас, мы когда писали большой материал, репортаж из Лебапа, по-моему, если я не ошибаюсь, это был такой более детальный материал о прошедшем протесте в железнодорожном районе. И вот там один источник сказал нашему корреспонденту, что почему женщины, потому что мужчин, их не сажают, их не трогают. А если будут выступать мужчины, то сразу придут, подтянут силы и применят эту силу против них. Поэтому мужчины не суются. Но, Да. знаете, Байрам, это, мне кажется, присуще всей вообще Центральной Азии. Вот я помню, в Киргизии 2 революции пережил в 2005 и 2010 году. Тоже все, кстати, начиналось с женщинами. Это, видимо, наша какая-то центральноазиатская черта, особенность, что вот начало дается имя, а потом подхватывается мужчинами. Конечно, в Киргизии и мужчины участвовали, но вот этот огонек, искорку поднесли именно женщины. Но это особенность такая, ее обязательно нужно учитывать, во-первых, а во-вторых, изучать. Потому что, это наверняка какие-то исторические предпосылки есть. Нагима, а скажите, пожалуйста, вы вот по поводу этих событий, да, этого стихийного бедствия, которое случилось,
Вы можете рассказать что-то, вот, что вы знаете от людей, с которыми вы общаетесь в Туркменистане? То есть не то, что вы узнали из интернета, то, что знают все. Может быть, что-то, вот какие-то случаи или... Я вот вам честно скажу, я не часто общаюсь там. Ну, это понятно, да. Да. Тут после этого урагана мы решили с нашими ребятами собрать деньги, чтобы отправить, помочь людям, там хотя бы на продукты деньги, чтобы были у людей, пока все это. Наш один знакомый работал таксистом. На его машину упали кирпичи, стена вся упала, и у него нет машины, например, теперь у него нет работы. Вот. Мы собрали деньги, чтобы как-то помочь хотя бы месяц-два продержаться, пока вирус закончится. У многих родственники в Турции, чтобы пока они деньги отправили. Мы собрали деньги, мы там нашу знакомую попросили, чтобы мы собрали где-то 1500 или 2000, да. И попросили нашу знакомую, чтобы она отдала свои деньги, пока раздала свои деньги, а мы как-то ей передадим потом. Вот, она $2000 раздала людям, а вот недавно она говорит, все люди деньги вернули. Я говорю, почему? Они говорят, боятся государства. Я вот то, что я знаю, слышала своими ушами, я вам говорю. Они вернули эти деньги. Я слышал, там вот вчера разговаривали, что какой-то бизнесмен ашхабадский выделил деньги, чуть ли не наличными привезли в Туркменабад. И потом точно так же собирали обратно, и у этого бизнесмена теперь проблемы там, в связи с тем, что вот он хотел помочь людям. Это мне рассказывали очевидцы, которые тоже вот напрямую из Туркменистана. Ну, безумие вообще, конечно, происходит. Да, люди даже боятся получать какую-то помощь, вот до такой степени. Вот у меня даже слов нет, честное слово. Нагима, вы наверняка видели или читали, как, допустим, руководство Узбекистана, в частности президент, отреагировал на наш же туркменский ураган, который, разрушив пол Лебаба, может даже весь Лебаб сказать, а потом обрушился точно так же на Бухарскую область. Вот многие, я знаю, смотрели эти кадры, потому что в Лебабе, чего греха таить, многие смотрят узбекское телевидение, да, нежели туркменское. Как бы вы видели вообще идеальную реакцию туркменских властей в этом случае? Вот, что они должны были сделать или что могли бы сделать, но не сделали? Да, они бы могли хотя бы посчитать ущербы, хотя бы восстановить дома. Мне кажется, это так как у нас нет у людей страховки на свои дома в таких аварийных случаях, они должны были помочь как-то людям хотя бы восстановить свои дома, построить. Отправить, может, эстимейер, который посчитает расходы, и каждому дому выделить эти деньги. Или даже не деньги, а привезти им именно стройматериалы, потому что я думаю, что если деньги людям отдать, они могут потратить и не построить свой дом. Мне кажется, государство вполне у них есть возможность помочь восстановить дома людей. Я видела видео, даже у некоторых не было потолка. Вот, и потом были сильные дожди, ливни были. Вот где они жили? У родственников, наверное. У родственников тоже не лучший дом, я уверена, в данный момент. Например, есть пустые квартиры, хотя бы временно их пустить сюда. Новые квартиры построили. Но я думаю, что государство должно было выделить деньги всем на строительство, или бы хотя бы купить стройматериалы. Цемент подорожал, шифер подорожал. Хотя бы вот это они могли бы контролировать, чтобы цены не поднимались. Они даже это не сделали. А там даже килограмм гвоздей повысился в цене. Да, также нельзя, у людей так нет денег, а они пользуются этим моментом. Ну, это люди, да, сами. А вот власть, центральная власть Ашхабад, вы думаете, они не помогали, потому что это наказание такое они придумали, или
или они не знают, что надо делать, не умеют, или они специально... Я тоже задаю этот вопрос, но почему они вот это не говорят об этом? Если они будут об этом говорить, я так думаю, если они эту информацию начнут говорить там по телевизору или все будут знать весь мир, то, мне кажется, придется государству помогать людям как-то. Лучше им, наверное, лучше просто игнорировать и не открывать эту тему, чтобы потом не открыли тему, а ты помог своему народу восстановить свои дома. Ну, потому что те Нет. деньги, которые предназначены для помощи людям, они эти деньги считают своими. Вот. Поэтому, конечно, они не хотят их отдавать. Ну да. Мгм. Да. Вот, знаете, вот даже я говорила на протесте, я вот именно, мне было интересно, есть на Ютубе вот этот Туркмен Хабарлары, по-моему. Я специально зашла онлайн, написала Туркмен Хабарлары 27 апреля. Вот в тот день там он общался по Zoom с иностранцами, там про коней они разговаривали, да, и он сказал, что это будет международная, по-моему, ассоциация коней, и он выделяет 680 миллионов долларов. И я специально посмотрела этот выпуск 27 апреля, 28 апреля, посмотреть, может быть, они о чем-то говорили, то, что был ураган. Но я удивилась, я увидела то, что он выделил эти деньги. Там, где они выделяют какие-то деньги, они выделяют их только туда, где можно украсть. А если ты будешь покупать шифер и отправлять его жителям Либабского вилаята, то ты на этом много не украдешь. Поэтому им это просто неинтересно, они этим не занимаются. Да, Руслан? Ну, вообще, вот это, мне кажется, как бы анатомия протеста, вот этого протестного движения, это, скорее всего, Лебаб, события в Лебабе. Плюс Мары, давайте не будем забывать Мары, там тоже город значительно пострадал. Это стало вот точкой кипения у населения, да, когда во время пандемии закрыто, невозможно навестить своих детей и родителей, невозможно отправить деньги. Они все на связи со своими родственниками, там прекрасно знают о нехватке базовых продуктов питания, прекрасно знают о нехватке наличных денег, потому что там каждое утро реально как на работу идешь либо к банкомату, либо к госмагазину, и через давку, драчки и ругань покупаешь свою бутылку масла там, и 5 килограммов муки, то есть тебе перепадет. Потом мартовские события в Стамбуле и отсутствие какой-либо реакции со стороны властей на гибель 50, там около 50, 56 называли цифры, до сих пор, по-моему, точно цифры нету, гибели вот наших земляков. Вот это все, оно как бы копилось, как снежный ком, и раз, потом наступил Лебаб Мары, отсутствие реакции, преследование людей, которые распространяли видеоролики или фотографии, да, которые вообще в переписке с родственниками вообще упоминали факт того, что произошло там такое-то и такое-то. Вот это все, оно как бы скопилось в одно целое и вот вылилось в протесты на Кипре. По-моему, началось это с Кипра, поправьте меня, если я ошибаюсь, и там началось 4-5 девушек буквально вышли. Следующий их протест, он уже был с мегафоном, с огромной колонкой сзади, с микрофоном, и люди уже подготовились, и плакаты, и флаги, и все, и кричалки какие-то были. Вот как вы думаете, вот это продолжится? Нужно, чтобы это продолжалось? Это важно? Все-таки это за пределами страны, да? Я хоть и уверен, что власти Туркменистана за этим внимательно следят. Взять хотя бы действия консульства в Стамбуле, да, то, что они вот предупреждают полицию местную и созывают подкрепление какое-то, чтобы их охраняли, потому что там люди вот на последнем митинге, например, они были доведены до отчаяния. Это было видно. Они даже общаясь с полицией, они не стеснялись в выражениях, ругались, доказывали то, что достало их это уже. Как вы считаете, вот это протестное движение, оно утихнет, не утихнет? Должно ли оно продолжаться? И если да, то к чему оно в итоге должно привести? Продолжительность должна быть, я так думаю, чтобы давить на власть
давить на президента. Но иногда, знаете, я тоже иногда теряю свою мотивацию, когда смотрю на Ютубе ролики, да, вот есть Максат Сапармурадов, есть, по-моему, как Мурат, что ли, зовут. Потом есть Мухаммед Дуеди, есть Халмурат Суинов. Я посмотрела их видео, как они друг друга обзывают. Я вообще была в шоке. Я говорю, Гельдекяризов, каждый из них думает, что он лидер. Максат Сапармурадов, он сказал, мы не объединяемся, пусть каждый идет по своей пути. Он это говорит. Потом Мухаммед Дуеди говорит, выходите. Потом еще кто-то говорит, не выходите. А потом он говорит, вот он был криминалом, он там с какой-то женщиной поймали, и в него стреляли, он был коррупционером, он был еще кем-то, я самый хороший лидер. Это путает наших людей. Иногда я вот смотрю, я говорю, кому верить? Кому верить? Я бы не хотела, чтобы Гельдекяризов сел на кресло президента, потому что я уверена, он занимался коноводством, он был министром, да? Я уверена, министр, он тоже брал взятки, он хорошо жил, пока его не посадили в тюрьму. И он даже в своем выпуске в одном говорил, Гурбангул, я попросил Гурбангулы помочь меня вытащить. По-моему, еще Ниязов был президентом. И он сказал, типа, он сказал, я помогу тебе, и не помог. Из-за того, что он не помог, он сейчас выступает против Гурбангулы. А если бы он помог, он бы там остался, он бы продолжал быть коррупционером. И знаете, вот из-за того, что нет unity, как будет unity? Единство. Да, и нет единства даже между оппозиционерами, которые вот онлайн ставят ролики, да, они путают людей. Я иногда боюсь, что люди остановятся это все продолжать делать, эти процессы, потому что один говорит не выходи, другой говорит выходи. Но продолжительность должна быть, потому что если мы сейчас остановимся, это уже будет значить, что государство подумает, что чего добились, и вот замолчали опять. И это надо постоянно делать, пока мы не будем готовы приехать или найти нормального лидера. До этого мы не можем сейчас его снять, и кто сядет вместо него? Такой же. Все были недовольны Ниязовым, да? Да. Ниязов хотя бы он был грамотным. Он был в политике, он работал в политике. Все были недовольны им. Он ушел, это 100 раз хуже. Еще у него есть столько родственников. Ниязов был в Детомске, у него не было родственников. Хоть его сын там делал бизнес, миллиарды зарабатывал. Но он это делал тихо. А у этого родственники, они везде. Поэтому нам нужен нормальный лидер, и все вот эти оппозиционеры, которые онлайн выступают, они не должны друг друга грязью обливать. У каждого по лицу видно, кто он был в прошлом. У нас в Туркменистане почти в крови у людей стать коррупционером, если занимать хорошую должность. У многих так. Очень мало людей, которые честно работают в таких должностях. Поэтому я хочу обратиться к тем людям тоже, которые онлайн называют себя оппозиционерами. Не надо обливать друг друга грязью и путать народ. Они путают сильно народ, забирают мотивацию народа. Если они будут так продолжать, люди перестанут им верить, и это все здесь же остановится, и государство будет все хуже, строже. Мне кажется так. Вы сказали, что у туркмен в крови стать коррупционером. Здесь немножко не так. Потому что то, что вы называете коррупцией, туркмены коррупцией не считают.
Именно поэтому и происходит вот эта проблема. И по поводу лидеров. По поводу лидеров. Вы неправильно называете этих людей лидерами. Не потому, что я сомневаюсь в их лидерских качествах, а потому что лидер– это вы, а не они. Мы это видели. Именно поэтому то, что вы сделали, вот это было лидерство чистой воды. А те люди, которые, все лидерство которых заключается в том, что они пытаются друг у друга оспорить, кто из них более лидер, это все ерунда. Вы говорите, что они вводят людей в заблуждение, но люди имеют возможность очень легко все это прекратить. Нужно просто перестать обращать внимание на вот эту возню. Если не не будут такого большого значения люди придавать тому, что они делают, то эти лидеры, они сами собой растворятся. Я вот Я здесь еще бы... хочу, Да-да. ой, я извиняюсь. Говорите, Я говорите. хотела добавить, я извиняюсь за то, что я сказала, у туркменов в крови коррупция, да? Я хотела сказать, это человеческая психология, когда у него есть возможность заработать или получить откуда-то большие деньги, это психология. Это Вы уже, правильно. если человек не умеет это контролировать, получается вот так. Как Вы правильно впечатление. сказали, Нагима, вы правильно сказали, просто они не считают это коррупцией. Это, знаете, вот, например, перед тем, как приехать в Америку, я тоже думала, это норма, если честно, я это не скрываю, я думала, что это норма, да, то, что у нас нельзя против президента что-то говорить, то, что надо взятки давать. Ну, после того, как я приехала в Америку, начала учиться, общаться, больше информации, например, бакалавр я получала, у меня International Criminal Justice, вот там сравнивали вот эти системы, политические системы. Я вот начала понимать, что это все неправильно. И многие люди, которые как жертвы коррупции, они тоже думают, что это норма. Вот многие, как и я, думают, что они живут в норме, так и должно быть. Насчет того, что вы сказали, что если люди не прекращат слушать этих людей, которые онлайн выступают, то они будут их ввести в заблуждение. Наши люди слушают их, потому что многие не знают, как поступить в этой ситуации. Нет у нас такого, что самообучение, например. Здесь, чтобы пойти на на процесс, да, я зашла в интернет, посмотрела, пермит нужен, хотя, например, я сейчас учусь на адвоката. Я 3 урока взяла конституционного закона. Мы не просто так читаем Конституцию, мы анализируем, как кто-то вышел на процесс и его забрали в тюрьму, да, например, посадили, задержали. Я уже знаю все шаги, чтобы вот этого ареста или нарушений не было. Я вот зашла, еще раз убедилась, что мы все правильно делаем. Вот. Людям очень важно им объяснить, что любая информация можно найти в интернете, любой закон страны в интернете. Из-за того, что они не знают вот эти моменты, им приходится слушать людей, потому что многие из них красиво умеют говорить. И когда люди красиво говорят, они притягивают людей, и они используют такой жаргон умный. И поэтому люди им доверяют и их слушаются. И очень важно нашему народу, чтобы они научились сами учиться чему-то, книги читать, законы читать. Есть во всех языках вот эти human rights. Мне кажется, вот я Конституцию Туркменистана, если я по-туркменски прочитаю, может быть, не пойму, я нашла на английском. Я прочитала, что в нашу Конституцию входит. Почти такая же, как американская Конституция. Даже больше деталей там очень легко понять. Мне кажется, то, что вот люди не стараются сами чему-то научиться, вот это тоже проблема. И поэтому они слушают и вводят себя в заблуждение.
Я бы тоже 2 копейки свои внести хотел бы вот в эту дискуссию. Мне кажется, все-таки это дело не в крови, дело в человеке. Потому что я знаю, вот был какой-то один канал на Ютубе, его вел довольно-таки наш молодой туркмен, кстати, по-моему, в Нью-Йорке, если я не ошибаюсь, забыл его имя. Вот он брал, его фишка была в том, что он брал интервью у наших же туркмен, которые чего-то достигли в США. А достигли они, я вам скажу, очень много. Вот там кто-то выдающийся биолог стал, кто-то стал химиком, кто-то преподает, кто-то работает в известной лаборатории какой-то, да? То есть это очень умные люди, они уже много лет живут в США, они в свое время заканчивали, видимо, турецкие школы, лицеи там, или даже университет, потом переводились в Америку, за океан, там обучались, сейчас там приносят свои знания, приносят пользу Америке. Дай им, создай условия в Туркменистане, они с вот этим багажом знаний, которые накопили, и если они придут во власть или будут какие-то долландрджи, да, ну, это исполнителями какими-то, мне кажется, они подняли бы страну за очень короткий период. И вопрос, там, кровь у них уже бы не сыграла. То есть это ну, невозможно человека, который с рождения, там, не знаю, чистый, и совестливый, и там еще какой-то, невозможно его притянуть, мне кажется, в такие вот дела. Насчет лидерства, Байрам правильно сказал, вы есть лидер. Вы есть лидер. Да, есть разношерстная команда в Ютубе сейчас. Кто-то занимает более радикальную позицию, толкая людей, давайте, надо, идите там, чуть ли не эти, громите все вокруг. Да? Кто-то более умеренный, мол, не надо, изучайте законы и потом действуйте. Но ведь этим не ограничивается, по сути. Можно точно так же взять лидерство и сказать, слушайте, ребята, а у меня есть вот такое мнение, да, начать какое-то движение, собрать хотя бы тех, кто живет с вами в одной стране, в Америке в той же, да, либо людей вашего возраста, либо людей еще младше. И вот как-то, не знаю, объединять их, потом среди них кто-то вылезет, родится какой-то лидер, какой-то, там, не знаю, человек, который сможет что-то сделать, помочь в будущем стране. Вот как-то так. Ну, Руслан, ты говоришь про конкретных людей. Да, конечно, все люди разные, одинаковых людей нет. Но есть и та культура, которая, которая присуща обществу в целом. И формируется эта культура в основном через социализацию. Поэтому человек, который попадает в иную среду, который оказывается за границей, поступает в какое-то учебное заведение и начинает общаться, социализироваться в другом кругу, конечно, у него меняется восприятие. И вот та культура, которая в нем была заложена с детства, то есть он с детства он общался в кругу семьи, потом среди одноклассников в школе, потом среди родственников, среди друзей на улице. И у него формируется культура. Потом этот человек попадает в другую среду, и, естественно, он начинает меняться. Но ты говоришь, что вот эти выдающиеся люди, которые, конечно, есть и очень хорошие ученые, и врачи, и кинорежиссеры, и кто угодно, и даже несколько футболистов, хотя это вообще большая редкость. Но ты говоришь, они вернутся в Туркменистан и поднимут страну. Они, вернувшись в Туркменистан, столкнуться с ожесточенным и агрессивным сопротивлением тех людей, которые оставались и жили в Туркменистане, и которые не воспримут их как часть туркменского общества. И такие люди всегда будут чужаками. Даже если он там родился, вырос, он потом уехал, приедет он со своими новыми идеями, со своим видением, и он станет чужаком моментально, потому что общество – это огромная сила. И это очень медленный процесс, очень долгий процесс. Необходимо очень много времени для того, чтобы это изменилось. Нагима, вы будущий юрист или уже юрист? Давайте представим такую ситуацию, что у власти в Туркменистане оказался прям, который сказал: Нагима, вы образованный человек, получили высшее западное образование, пожили там, займите любой пост в правительстве Туркменистана. Куда бы вы пошли и что бы вы сделали? Коротко, если хотите.
Я стала бы главным прокурором или же президентом. Нет, нам президентская система не нужна. Я бы стала главным прокурором. Да, наверное. Но вы И же, что бы сделали? Почему именно эта Чтобы сфера отсудить права? всех коррупционеров и всех, кто нарушал человеческие права. Всех, чтобы. правильно. А то, что сейчас вот это, как вы относитесь к тому, что генеральный прокурор отчитывается перед президентом в рамках заседаний Кабинета министров Туркменистана? То есть заседание правительства, и в рамках заседания правительства генеральный прокурор отчитывается перед президентом Ну, Туркменистана. знаете, это как бы шоу, показать людям, что они что-то делают, там какие-то там расследования или что-то. Это просто шоу. Этот же прокурор, главный прокурор, я уверена, занял эту должность не просто так, не из-за его знаний. А это то, что вот по телевизору все время показывают, что он сделал, отчет дает президенту. Это просто показуха. Они находят людей, кого-то сажают по телевизору, берут у них какие-то признания. Это просто шоу. Вы скажите, а вот эта проблема сейчас, проблема межнациональных отношений внутри туркменского общества, она существует? Это реальная вещь? Да. Вот 2012-2013 год, когда я была в Туркмении, я работала в Ашхабаде, потому что в Шаржоу не было работы. Я работала, и у нас на работе отключили интернет. И звонят наши, вот мои сотрудники звонят, и им грубо отвечают. А я люблю, когда все справедливо. Я говорю, дай мне телефон, я сама поговорю. А она мне, знаете, что говорит? А ты на каком будешь разговаривать? Я говорю, я на туркменском буду. У тебя же чаржовский акцент. Они, если услышат, тем более не включат нам интернет, говорит. Вот просто. Я работала в школе, языковой школе. Там они мне говорят, студенты шатер говорят мне. Вот мне кажется, это очень часто. Даже, как бы нас называют шатырами. Даже мой друг один в Ашхабаде хотел купить машину, и я говорю, у меня есть знакомые в Америке, кто может тебе машину отправить в Ашхабад. Он говорит, вам шатырам нельзя доверять, говорит. Вот так. Может быть, это вот то, о чем мы вначале говорили, вот большое количество молодых людей из Лебапского вилаята, в частности, которые вот уезжают на работу в Турцию, на Северный Кипр. Может быть, они и от этого в том числе уезжают, потому что все ведь сталкиваются с этим. Начиная от трудностей при приеме на работу и заканчивая вот простым бытовым, там каждый день на улицах, это же есть такая проблема. Да, Да? вот даже я, когда хотела устроиться в китайскую компанию, по-моему, переводчиком, и мне сказали, у тебя чаржовская прописка, и это очень много волокиты, тебя принять на работу. Мы не можем тебя принять на работу, потому что очень много проблем будет из-за прописки. Да. Руслан, а Это, Ташаус как? это очень большая и болезненная тема, которую мне особо не хочется затрагивать. Но лично я с особым каким-то вот внутренним расизмом, национализмом, там, межплеменной какой-то рознью не сталкивался. Может, в силу того, что я в 16 лет туда уехал, и просто потом заезжал на каникулы, на лето, там, на зимние каникулы, и круг моего общения, это мои же сверстники были в Ташаузе, то есть мы в Ташаузе друг друга там соседями не обижали, да. А на гемопрова, то, что на государственном уровне это, да, есть, именно взять хотя бы прописку и невозможность найти работу людям, прописанных в других регионах, найти работу в столице. Это есть такое. А вот, кстати, обратного нету. То есть, если ты прописан в Ашхабаде, ты запросто можешь найти работу и в Чарджоу, и в Ташаузе, и в Красноуфске. Вот. Давайте, знаете как, давайте договоримся, что на эту тему мы отдельно как-нибудь поговорим, вот, потому что, да, действительно, это очень большой вопрос такой.
Можно. Мне кажется, все проблемы от нехватки образования и нехватки культуры. Если бы человек был образованным, имел бы какие-то базовые черты там порядочности, да, так скажем, то вообще такой вопрос бы не был на повестке дня. Это все идет с армии, допустим, да, оттуда начинается, потому что вот эта старая советская система, если ты уроженец Марийской области, ты не служишь у себя в регионе, либо служишь за деньги, а тебя направляют в другой регион. Отчасти, может, это хорошо, да, то есть мы все-таки одна страна и все должны повидать, но с другой стороны, зная вот эту болевую точку нашего народа, да, межплеменной рознь, это же и усиливается потом, то есть там формируются группировки и начинают кого-то притеснять или унижать каким-то образом по именно причине его прописки, так скажем, или принадлежности к тому или иному роду, племени и так далее. Нагим, большое спасибо, что уделили нам время. Надеюсь, наша компания была для вас. Ваша компания для нас была абсолютно интересной. Мы давно так не общались с людьми. И надеемся, еще увидимся не последний раз.